Здравствуйте, мы снова в тренде. Вашему вниманию подборка новостей за последние сутки. В Кыргызстане сегодня началась предвыборная агитация кандидатов в президенты. Она продлится 26 дней. Ранее Центризбирком зарегистрировал 18 претендентов на высший государственный пост. Им были выданы удостоверения. Накануне была проведена жеребьевка между ними по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей. На подготовку и проведение референдума в Кыргызстане из госбюджета выделено 39 миллионов 946 тысяч сомов. Всенародное голосование по определению формы правления состоится в один день с выборами президента 10 января 2021 года. Судья Верховного суда по гражданским и экономическим делам Камиль Осмоналиев задержан по подозрению в незаконном обогащении. Об этом сообщает антикоррупционная служба ГКНБ. Установлено, что судья, не имея соответствующих источников дохода, приобрел многочисленные объекты имущества, в том числе элитную недвижимость в ВИП-городке, квартиры от ведущих строительных компаний, коттеджи в престижных пансионатах на берегу озера Иссык-Куль, коммерческие объекты в торговых центрах, а также движимое имущество из числа автомашин люкс-класса. Кроме того, установлены регулярные поездки судьи и его близких родственников в курортные зоны Объединенных Арабских Эмиратов, Турции, Азии и Соединенных Штатов Америки. Следует отметить, что судья в целях сокрытия следов преступно нажитого недвижимого имущества зачастую не производил регистрацию гражданско-правовых сделок в соответствующих государственных органах, а в отдельных случаях и вовсе оформлял необходимые договоры купли-продажи на подставных лиц, которые в свою очередь не имели какие-либо подтвержденные источники доходов. Кыргызстанцев просят ограничить потребление электроэнергии. Первый заместитель председателя правления энергохолдинга Асхат Бердиев сообщил, что вводить ограничения не будут, но на оборудование увеличивается нагрузка и оно работает нестабильно. Сейчас нужно экономить электроэнергию, чтобы снизить нагрузки на оборудование. Статья историка Кыяса Молдокасымова о родословной Садыра Джапарова, опубликованная на нашем сайте vb.kj, вызвала живой интерес у кыргызстанцев. И до сих пор обсуждения в соцсетях не утихают. Кыяс Молдокасымов пояснил, что он как историк опирается только на исторические факты. По словам Молдокасымова, самый известный из прадедов Садыра Джапарова из рода Бугу Манап Бирназар Би. Его имя упоминалось в российском журнале «Семипалатинские областные ведомости» в 1890 году. Кыргызстанец Джоламан Шаршембеков стал золотым призером индивидуального Кубка мира по спортивной борьбе в Сербии. Спортсмен выступил в турнире по греко-римской борьбе в весовой категории до 60 килограммов. В финальной схватке противником Шаршембекова стал россиянин Степан Маринян. Джоламану Шаршембекову 21 год. 3 года назад он стал серебряным призером чемпионатов мира и Азии среди юниоров. Один из лучших пианистов мира, кыргызстанец Азамат Сыдыков, готовит к запуску ряд виртуальных благотворительных концертов в пользу Республиканской музыкальной школы имени Абдраева в Бишкеке. По его словам, эти концерты будут транслироваться онлайн из Манхэттена. В течение всего 2021 года я исполню все фортепианные сонаты Бетховена. Собранные средства пойдут на приобретение музыкальных инструментов и нот для учащихся, отметил известный пианист. Какие автомашины выбирают кыргызстанцы? Государственная регистрационная служба провела анализ и представила 10 самых популярных марок автомобилей в Кыргызстане. Анализ проводился на основе зарегистрированных авто в базе данных. По кыргызским дорогам ездят больше всего автомобили немецкого автоконцерна Mercedes-Benz. Кроме них в тройку лидеров входят авто марки ВАЗ и ДЭУ. Далее следуют Toyota и Honda. Читайте эти и другие новости на нашем сайте vb.kj. С вами была я, Сиягуль Караман. Будьте с нами, будьте в тренде.